Вы так уверены, что в наше время можно обойтись без общения? Мы же на прошлых наших таравихах после ваза говорили, что девушке общаться нельзя, нужно свататься и жениться, да? Значит, и он там возмущается и говорит, вы так уверены, говорит, что в наше время можно обойтись без общения, хотя бы по телефону, чтобы найти жену? Раньше, да, можно было говорить, но сейчас даже те, кто одет по исламу, не девственницы, говорит, и скрытно вели плохой образ жизни. А как это узнать, если вы говорите, даже по телефону нельзя смс послать? Я не собираюсь встречаться, но хотя бы кто она есть на самом деле, значит, ее круг общения должен, говорит, знать. А если ничего не знаешь, жениться, говорит, что делать, если потом, говорит, ты узнаешь, что она, значит, раньше, нехороший образ вела, говорит. Разводиться, что ли, говорит. Иначе, говорит, пальцем будут показывать. Раньше можно было взять дочь серьезного мусульманина и быть уверенным в том, что она чистая. Это, например, упрек мусульманам, это, конечно. Это надо во внимание взять. Раньше можно было увидеть дочь серьезного мусульманина и быть уверенным в том, что она чистая девушка. А сейчас больше половины испорченные. А опозориться или разводиться не хочется. Поверьте, наличие чистых девушек – это большая проблема. Внешне чистые, но прошлое пугает. Поймите, никто не собирается, говорит, встречаться наедине или уединяться. Посоветуйте, как узнать без общения и знакомства. И там, как она, там, ее подруги и так далее. Да будет доволен вами Аллах. В первую очередь, на самом деле, замечание этого человека всем мусульманам нужно принимать. Почему? Потому что, как этот молодой человек говорит, я думаю, молодой, раз такой вопрос у него молодой. Раз этот человек говорит, мы видим, например, мать с дочкой идет. Мать, это ислам, да, вот, все как положено. Дочка смотрит, как инструмент рядом, трубный ключ натуральный. Вот не похож вообще ни на мать, вот вообще отличаются друг от друга. Мы же видим это. И вот эти девочки и говорят, что вот такие, которые платки одевают, матери не дают нам платки одевать. Мать говорит, что говорит, мне замуж тебя надо выдавать. Это как курицу на базаре бывает такой, товар надо показать, потом продавать. Да? Вот так только хотят. Если бы, вот у нас смотри, сколько людей на таравихах, сколько людей на пятничном намазе бывает. Да если все эти люди одевали бы свою семью как положено, там большого труда. Махачкале это полностью ислам будет. И так это на самом деле. А сейчас перейдем на самого молодого человека тоже. Человек же по себе судит все время. И человек, который говорит, значит, да, вот нормальных нету. Значит, он, наверное, ходил и портил. Поэтому нету. И думай. Человек, который роет яму кому-то, он когда-нибудь сам попадет. Вот в Аджи, например, 10 мужчин, 10 парней и 10 девочек. Один испортил одно. Ясно же, что из 10 один в эту яму попадет. Не так ли? Люди, молодые ребята, не думая, думали, что они чужой огород камни будут бросать, и в итоге им самим достался этот огород тоже. Поэтому не делайте этого. Пророк, саллаллаху алейхи говорит, сохраняйте себя от чужих женщин, Аллах сохранит чужих от ваших женщин. Это пророк, саллаллаху слова. Человек, который сам плохого человеку не делает, и инша Аллаху рахман для него достанется, если весь мир будет другой, Аллах с неба пошлет ему хорошую девушку. Но человек, который, понимаете, Рим, Крим, медные трубы прошел там, да, сейчас, когда там под 40 лет хребет поломался, он хочет хорошую девушку. На него похоже надо ему дать. Правильно же? Там ходил, он там направо-налево семена кидал, и сейчас хочет он хорошую девушку. Как у нас говорится, один Астрахани, говорит, дагестанец с поезда слез, и когда, говорит, маленькие дети пришли к нему, там, подай на хлеб, он сказал, на, может, мой тоже здесь есть. Поэтому эти люди обязательно, вот эти люди, которые вот так себя вели, к ним попадет. А что делать тем людям, которые все-таки хотят, которые сами тоже вели себя как истинные мусульмане и хотят хороших девушек? Когда совершеннолетний человек становится, сразу надо жениться. 15 лет девушки, все хорошие они, алхамдулиллах, 15 лет девушки. Значит, пока девушка там институт, университет, потом аспирантура, что ли, там еще такой-то вещь бывает, говорят, пока туда они пошли, когда кожа еще не заржавела,
значит, сразу же надо жениться. Родителям тоже на это амал надо делать. Вот тогда, иншаллах, все хорошо будет. А так, пока школа закончится, потом пока институт закончится. Я говорю, там человек же не робот, запрограммировали, и он пошел. Человек без мяса, если у него, например, да, желание, значит, поэтому родители то, что знают, это мизер. Но мы должны знать, вот в одном селении, говорит, был такой адат, по четвергам невесту выдавали замуж. У них только в четверг выдавали. Эта девушка туда-сюда ходит, там, ну, дочка ихняя. И там взяла в руки, там, как это, сито же, алко. Сито взяла в руки и говорит, куда это четверг повесить, говорит. Родители замуж не дают, она все о четверге думает. Хоть следующий четверг, хоть следующий четверг. И когда, говорит, сито нужно было повесить, она сказала, говорит, куда это четверг повесить. До этого детей давать нельзя. Нужно вовремя выдавать, вовремя женить. Иншаллах, все хорошо будет. Но я вам скажу, общаться, еще раз говорю, по шариату с чужой девушкой говорит харам. Пускай это будет на площади Ленина. Даже там говорить это харам. То есть вы не можете голос чужой девушки слышать. Вы можете пойти в гости, значит, с отцом сесть, и чтобы издалека смотрел на эту девушку. Вы имеете право смотреть, даже уши не имеете права смотреть. Уши не имеете уже. Это уши уже не лицо. Значит, лицо, руки. Лицо вам говорит. Вы же можете не одну смотреть, 100 штук можете смотреть. Понимаете? Значит, это лицо как-никак. Мумин говорит, зеркало мумина. Хадис пророка, саллаллаху алейхи, такой. Вы увидите на лицо, вы поймете, бессовестный, совестный, чуть-чуть вот эти внутренние качества, лицо все-таки говорит. Я еще раз говорю, значит, чуть-чуть на мать тоже можно посмотреть. Это матери качество у дочери будет. Значит, какая бы хорошая не была, если родители плохие, они же не будут за ней смотреть. А руки, они говорят о телесном, физические данные, да, вот руки, худые, толстые и так далее, это по рукам тоже. Это то, что шариат нам дано, поэтому надо довольствоваться с этим. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.